Все, доброе утро. Хорошее солнечное утро. Все, вставать, ехать дальше. Вот этот хребетик. Вчера, который перевал переходил, туннель точнее, вон там туннель. И вот этот хребетик идет. И здесь, смотрю, уже немножко даже природа другая, что ли. Там вот на тех склонах вон хвойные растут. Уже меняется немножко растительность. Все, одеваться, собираться. Малыш меня уже с утра встречает, сидит. Все, поеду дальше, малыш. Поеду дальше. Вон твой друг сидит, да? Только он боится что-то. Ну все, попрощался с хозяевами. Малыш, ну ты же самый главный тут хозяин, да? Давай, малыш, счастливо. Ты что такой грустный? Ты уезжаешь? Ну, малыш, так надо, что? У меня дом далеко, мне домой надо тоже. Ты уже дома, а мне домой ехать надо. Давай, пока. Пока-пока, малыш. Уже дома. Солнышко, давай, кочегарь сегодня. Какие-то тучки появляться начали. Ого! Орлы с грифами. Такие здоровые, ёкарные бабы. Да, размах крыльев, конечно, здоровый у них. Колбасит там тело какое-то. Офигеть у них.
это не гриф, это орлы молодые просто. Он не боится, даже стоит. Да, я, конечно, впечатлен их размаху крыльев. Ладно, поехали дальше. Ну все, ура! Началась провинция Цинхай, Сычуань закончился. Едем вперед, он красивый город впереди. Ух, пошел подъем. Сейчас высота примерно 3300 метров, тяжело идет подъем именно. Тяжело легкие работают, не хватает кислорода. Ух, подъем впереди, перевальчик. Машин уже много стало. Трасса федеральная. Ну вот и перевал, высота 3600 метров, здесь холодно, сейчас опять маску одевать, сейчас спуск будет, вроде как должен быть. Вот здесь баудзы, как бурятские бузы. Похоже, тоже с дырочками наверху. Ух. Тоже берешь сюда, заливаешь. Что там из той дырки течет? Вот так вот, в общем. Похолодало знатно. Чую, снег опять будет сегодня. Ну вот, снег пошел. Сейчас посижу чуть-чуть. Да, я снимаю. Ты через фотку. Тихо, здесь.
Ой, все, снег идет, дорога мокрая, чуть ехать не хочу я по мокрой дороге. Сейчас пройдет, поеду. Уже маленький вроде стал. Вон, кушаю этот сметанку здесь классная, вот, которую я еще рассказывал про нее. Вообще вкусная очень. Вроде все нормально. Ослаб снежок. Можно ехать дальше. Oh! Да, снимаю. О! Тяжело в этих штанах педалить. Еще ветер встречный со снегом. Еще один тягун впереди. Дорога поменялась после перевальчика того. После туннеля, точнее, вчерашнего. Уже вот тягуны, подъем, спуск. Не как в степи там. Фига, атака баранов на меня. Прибежали и смотрят. Вы чё, ребята? Я не ваш хозяин. Я не ваш повелитель. Что поделать? Чего? Пока. И идут за мной. Такие смешные. Домой хотите, да? Погода знаю, не важно, ребята. Что поделать? Терпим, все терпим. Пойду чуть-чуть пешочком прогуляюсь. Оп. А то ходить пешком тоже надо. Все, езжу. Смотрю, что там. Там журавли взлетают. Люблю я монументы такие, животным посвященные.
На коньках бы покататься. Так речка петляет. О, тяжко, подъемы даются. Высота 3600 сейчас где-то. Ого! 10 километров спуска сейчас. Главное не задубеть. А так все чики-пуки. Уже темнеет по чуть-чуть. Ну вот поселение сейчас впереди у меня. Там и найду ночлег. Короче, зашел в одну кафешку. С ночлегом пока не ясно. Покушал мяктяу. Лапшички заказал, поел. Нашел место, в общем. Тут гостиничка, тут номер стоит 100 юань. Я говорю, что у меня денег мало, туда-сюда. Она такая говорит, ладно, 60. Потом на 50 согласилась. В итоге я настоял, говорю, давайте я на полу лягу. У меня, говорю, мне, говорю, пофиг. Они мне вон кровать выделили в коридоре, здесь там нормально. Бесплатно. Зато, ну может задубею сегодня, не знаю. Ну вот, женщины жалились надо мной. Принесли мне этот нагревалку к кровати. Ой. А я руку порезал своим же ножом случайно. Это посвящение ножа.